Здравствуй, уважаемый зритель! Ты находишься на канале Distraction Test, и я ее ведущий Александр Бабков. Мы начинаем новый сезон, так как все потеплело, все растаяло, ну, по крайней мере, начинает таять, это может нас радовать, солнце печет, класс. И мы начинаем с автомобиля спортивного, но такой более простой вариант, весенний, потому что еще скользко местами, для турбачей время еще не пришло. Ну, автомобиль тоже, безусловно, интересный и спортивный. Встречайте Nissan Skyline в кузове R34. Go on then. Pow, pow. I win. Don't wanna see me shining. I win. You don't wanna on a mic thing. I win. Your girl watching my thing. I win. Every day I go in. I win. See the diamond in my ring. I win. That's a diamond for a king. Don't know why MCs wanna try a team when you know all you're gonna get is a merkin. Yo, it's all switched up now. The real dons are the main fixture. Wow. As soon as you hear it's leave for the biz of records. Next for you know you're gonna hear is pow. Man the kings. And you know we don't follow. Sabotage our thing. Nah, don't bother. Yeah, I'm a scholar. X3 shotter. Man's been winning since Ching Chan Walla. Yeah. Now we step up another gear. Still hungry like it was the first year. Nissan Skyline в кузове R34. Выпускался автомобиль с 98 по 2001 год. Короче, очень непродолжительное время выпускался этот кузов. Был небольшой рестайлинг. Выпущенных экземпляров очень-очень мало. И это очень такое, знаете, какое-то время зацепило молодежь, которые появлялись в играх, эти автомобили. Ну, это, конечно, Getter. Но это не Getter, как вы видите, это обычный семейный семейный седан. Итак, внешний вид, естественно, он узнаваем. Вы едете по улице, на вас все смотрят, знают, что это же тачка с NFS Underground, это же тачка оттуда, это же тачка оттуда. Примерно так это все выглядит. Но это более простой автомобиль, но с изюминкой. Вообще, ниссановцы, они, мне кажется, обезбашенные инженеры, потому что они могут делать такую дичь, просто несуразную. В общем, это атмосферный 2.5 RB25DE. Это я по двигателю скажу позже. Комплектация GTV. Интересная комплектация тем, что вы получаете все от турбо, но у вас атмосферный мотор. Это интересная вещь. Пойдем, кстати, к мотору. Итак, двигатель RB25DE. Это уже Neo. В 34-м кузове был Neo-система, короче, как VVTi, только ниссановская Neo. Простой мотор, рядная шестерка. С ременным приводом ГРМ, 200 лошадей по паспорту, да, то есть, ну, аналог GZ, по сути, да, вот я смотрел GZ и смотришь на RB, отличие, вы можете заметить, разница вот в этом, поменяйте местами, получите RB, в смысле GZ, короче, вот, то есть они всегда конкурировали и будут конкурировать, наверное, до сих пор. В общем, мотор по проблемам, это катушки зажигания, они выходят из строя очень часто, но если вы поставите хороший, в принципе, вы можете забыть о... Ну, долгое время, в принципе, если все поменяете все 6 штук, будете ездить горе не знать. А так, в принципе, очень беспроблемный мотор. Заливайте хорошее масло, и все будет у вас чики-пики. Ну и впуливать, в принципе, неплохо. 200 лошадей, в принципе, он едет на 200 лошадей. Так. По технической части что еще? Как я уже сказал, ходовка вся от турбо. Что это значит? Это значит вот что. Смотрим на тормоза и видим 4-поршневый тормоз от GTR. То есть вы получаете атмосферный двигатель, который едет там, ну, свои там какие-то 200 лошадей, но вы офигительно тормозите, как будто на турбо. То есть и сзади такая же история. То есть сзади 2-поршневой тормоз от Getter. Соответственно, все колодки, диски, все это геттеровское, короче. Также от него же не досталось. Только тут задний привод, есть еще полноприводные версии. Тут заднеприводная версия, вы получаете подрулище заднюю ось Hikos, он же. То есть на какой-то скорости вас начинает подруливать заднюю ось, чтобы вы хорошо входили в повороте. Кому-то это мешает в дрифте, кто-то говорит, что нихера это все не мешает, все это дичь, не слушайте никого, короче, непонятная штука. Она, естественно, электронная, на 32-м кузове она была гидравлическая, 33-34 она была уже полностью электрическая рейка. А так, все турбо. ЛСД-редуктор, естественно, стоит здесь родной. Ну и выхлоп Nismo, типа Кальсоник, Nismo, короче, ну полностью родной выхлоп, без всяких примотков, но звучит довольно-таки бодро. Вот, ну, я думаю, самое вот, мне кажется, минус этого автомобиля, это кроется вот здесь. То есть вы получаете, смотрите,
как мало места сзади. То есть вы получаете купе, по сути дела, но с 4 дверьми. Это очень интересно. То есть лучше купить купе. По сути дела, вы получаете столько же места, как и в 4-дверной, просто тут проще. Естественно, вы получаете ковшеобразное сиденье, типа, да, ковши. Блин, пищит. Ковшеобразное сиденье, коробка Tiptronic с возможностью переключения на руле. Ну, короче, в салоне ничего, никаких особых наворотов вы не видите, потому что это спортивный автомобиль, весит он тонну 370. То есть это довольно-таки легкий автомобиль для 4-дверного седана. Если вы хотите больше комфорта, но все примерно такое же, покупайте Nissan Laurel. То есть это, по сути, тот же самый автомобиль, только с большим кузовом. Короче, класс маркообразов. А это уже какой-то класс типа Altezza или что-то типа такого. В общем, салон не без там всяких изяществ, всякой такой шляпы. Все довольно-таки просто. Ну, электропакет стандартный и все, больше ничего не получаете. Валим? Валим. Валим. В общем, ребят, мы находимся внутри Skyline R34. В общем, сели мы внутрь и поняли, что здесь очень тесно, да? Тесновато, скажем так, в салоне. Ну, спереди довольно-таки нормальное место, а сзади, как я уже говорил, да, мало. Что касается ходовых качеств. Шумоизоляция здесь на таком посредственном уровне, то есть очень слышно, ну не очень слышно, но слышновато задние арки, как... То есть они экономили, естественно, на весе, чтобы автомобиль оставался спортивным до конца, то есть чтобы он был более легкий, ну и, соответственно, чтобы мотор тянул на все деньги, чтобы валили, короче. А что касается жесткости подвески, да, ну, естественно, она будет жесткая, так как автомобиль спортивный, он будет жесткий. Помимо этого, тут еще и стоят 17-е диски, да, 17 диски почему тут стоят? Потому что тут стоят турботормоза, то есть другие диски другого меньшего радиуса вы не поставите, потому что у вас стоит турботормоза, они будут шоркать, короче, ваш суппорт. То есть только 17, только хардкор, только 17 диски. Можно, конечно, больше, 18 засунуть, да. Ну, можно пробовать поиграть, конечно, профилем резины, там, сейчас стоит 225-45 на 17, да. Можно пробовать 50 профиль засунуть. Вот. Ходовая часть довольно-таки, кстати, интересная компоновка именно ходовой части. То есть многорычажная подвеска что спереди, что сзади, но как мы видим на заднеприводных автомобилях обычно, да, спереди вы видите там, двухрычажку, да, стандартную, но здесь она тоже двухрычажка, но у вас по одной шаровой только внизу, то есть спереди, там и там нижние шаровые, а сверху получаете рычаг с салимблоком, он же называется точка опоры, а сам салимблок там скрипуном его называют еще, да, ну, то есть шаровой сверху у вас нет. Ну, это как бы, наверное, плюс больше, чем минус по нашим дорогам, потому что салимблок, ну, он ушатается, в принципе, да, через какое-то время, ну, вы просто запрессовали новый и ездите дальше. Сзади такая же история, сзади вы получаете по одной шаровой на каждое колесо. У хикосного подрамника, как здесь, да, здесь еще у вас будет задняя, то есть рулевая рейка с тягами и с этой цапой, и типа как шаровая опора, там шаровый палец, его называют, куда вставляются те наконечники рулевые, вот. Разбивая часто, конечно же, рулевые тяги задние. Они, в принципе, меняются, но проблема в том, что вот этого шарового наконечника, ее в продаже нет, то есть дубликатного там, то есть только оригинал, только хардкор, короче, ну, стоит, соответственно, около 3000 там, на один наконечник. Ну, в принципе, это все меняется, в принципе, все это есть, все это можно заказать, все это можно привезти и так далее, да. Получаете вы, естественно, автомобиль, который не похож на другие на самом деле. Вы получаете автомобиль, как мечта. Вот кто мечтал, ездил в МФС Underground 1, Underground 2, то есть мечтали об этом автомобиле все увидели, все знали о нем, то есть во многих играх он присутствовал. И вы, как бы, видя его, вы улыбаетесь почему-то. Ну, лично у меня такое мнение, то есть я вспоминаю сразу детство, как я играл в эти игры все и хотел такой автомобиль, и вот он, я сижу в нем, по сути дела, почти таком же автомобиле, да, то есть там, естественно, показывается везде Геттер, здесь обычный седан, но вид-то тот же самый почти, то есть небольшие отличия, но все равно есть какая-то такая ностальгия, что ли, ну, как-то так называть можно это, вот. Двигатель тянет довольно-таки уверенно такую массу 2-литровую. Говоря, кстати, 2-литровую тоже, в принципе, неплохо тянет, потому что он за счет веса, действительно. Сравнивать его с маркообразами неправильно, потому что это совсем другой класс автомобиля. Возможно, по размерам он похож на маркообраз, но по весу, по
классу он совсем другой. То есть его можно сравнить с тойотовским аналогом, это Альтеза. То есть я бы сравнил его с Альтезой, они очень похожи по характеристикам. То есть у них одинаковый вес, примерно одинаковый размер, по-моему, Skyline чуть-чуть длиннее, по-моему. Ну, точно не могу сказать. Ну, короче, очень похожи по характеристикам автомобиля. Единственное, у Альтезы не будет турбодвигателя. У нее будет только два мотора 2-литровых, соответственно, рядная шестерка и 3 SGE, которые мы тоже, соответственно, снимали. Естественно, только свапы и так далее. Ну и трешки есть, конечно, да, но это ES300 Lexus уже, короче, да, вот. А по сути, такой же автомобиль. А у Nissan очень богата компоновка, как бы, двигателей. Есть 2-литровый атмосферный, есть 2.5 атмосферный, да, есть 2-литровый турбо, есть 2.5 турбо. То есть большая, как бы, большой выбор у вас, короче, какой двигатель вам выбрать. Вот. Здесь стоит 2,5-литровый атмосферник, в принципе, простой, надежный. И самое главное, что тут хватает мощности. Вот здесь мы сейчас видим прямую, попробуем притопить. Вот, мы едем 60, ставим в пол. Вот сотня. То есть, ну, тянет он на свои 2,5 литра довольно-таки неплохо. Не 2-литровый, конечно, вы можете получить спортивный дизайн и, соответственно, и довольно-таки неплохой подрыв. Дорогу, конечно, здесь мы выбрали не очень сегодня, но что поделать, такие дороги. Весной со снегом растаяли и дороги, как говорится. Вот. А если вы хотите комфортный автомобиль, да, ну, то есть все такое же, только более комфортный. Как я уже говорил, это вам нужен Лаурель. Ну и, в принципе, в нем вы получаете всю ту же самую компоновку двигателя, ту же самую, по сути, ходовку. Все, в принципе, то же самое, но более комфортабельный салон и чуть-чуть больше места сзади, где-то так. А в ширину все, в принципе, не одинаковые. Ну, Лаурель, по-моему, чуть-чуть длиннее. Вот. А если хотите ездить на интересном дизайне, то есть снаружи, да, чтобы вас узнавали, берите, конечно, Skyline. Вот. Ну, 34-й кузов, на самом деле, это, мне кажется, он легендарный, да, и 32-й, потому что 32-й это один из первых таких, который в Японии был, прямо Геттер, который взрывал прямо всех самых быстрых автомобилей Японии, там, и так далее, ну, короче, много всяких штук. А 34-й это за счет, соответственно, фильмов, игр и так далее, он стал легендарным. Вот такие дела. И этот кузов очень мало времени выпускали, очень мало экземпляров, соответственно, и он редкий, то есть за счет своей редкости он тоже может быть легендарным, да, то есть он не популярный автомобиль. Вот такие вот дела, ребят. Что еще сказать, Василий? Ну-ка подумай, чтобы не вату не катать, короче. Че? Типтроник повалить? Виски. Рассказать про эту хуйню, да? Но если мы говорим о оснащении, тут не прямо не бомж-комплектация, конечно, да, то есть мы получаем 4 стеклоподъемника, слаживающие зеркала, электропривод зеркала и так далее, и так далее. Естественно, зеркальце пассажира, ну, вы же возите девчонок все-таки, ну, должны же как-то впечатлять, да. Ковшеобразные сиденья довольно-таки удобные, вы сидите очень жестко в них, вы никуда не болтаетесь. Ручник на правильном месте, это, кстати, тоже немаловажный факт, потому что вот ножники, это, ну, все это не то. Как можно ручником назвать ножником, то есть ногой давить, это все шляпа. Вот, настоящий ручник, мужской, дернули, все как полагается. Коробка Типтроник, то есть переходим в ручной режим, включаем, тут показывается, что у нас включена сейчас 4-я передача, включаем кнопку вот эту, это у нас включает подрулевые лепестки, и вот ими щелкаем, то есть вот включили 3-ю, и, кстати, очень хорошо реагирует довольно-таки. Единственное, что я заметил, вы не можете тронуться почему-то со 2-й передачи, он все время говорит, какая 2-я, я хочу рвать на 1-й передаче постоянно. Ну и, соответственно, здесь вы тоже можете, соответственно, щелкать вот этой штукой, да, то есть вручную. Ну, кому как удобно, короче, да. Вот. И в приборке, да, вот мне нравится в Ниссане, вот именно в Skyline, да, у них вот тахометр, спидометр, все это есть. И вот давление масла, как бы вещь бесполезна, но все-таки интересная штука. Только на крузаках я видел, по-моему, давление масла, температура, не помню, такая штука. Ну, может, на старых Скаях тоже, по-моему, есть такие вещи. Еще интересный факт это, наверное, если вы хотите использовать как семейный автомобиль, да, сзади, да, места мало, но багажник довольно-таки вместительный. Багажник вместительный. И вы привыкли видеть там, то есть на маркообразах, вы привыкли видеть сзади, открываете багажник, за фальш-панели у вас стоит бак, да? Тут же этой фальш-панели нету, там есть, то есть сразу откидывается подлокотник задний, вы можете положить лыжи, сноуборд, то есть владельцы Скайлайнов могут ездить на, я так понимаю, горнолыжные курорты, я так понимаю, да, ну, то есть возить лыжи, там, поехать туда-сюда. И, соответственно, вы думаете, блин, а где у него бак, да?
Бак у него тоже под днищем, но он интересной формы, то есть он не как квадратный, круглый, там еще какой-то. Он как будто с двух емкостей, соединенный такой параболой. То есть решение очень интересное, но в то же время спорное, потому что лично, может, у меня только на экземпляре такая штука, что бак бывает немного некорректно показывает. Когда вы долго ездите, у вас вроде загорается лампа, вы такие, ну окей, надо заправиться, да? Надо заправиться, вы такие приехали куда-нибудь там, ну, до места, код заглушили, потом через какое-то время выходите, заводите, хоп, лампа не горит. То есть думаете, какого черта тогда только что горела лампа? То есть, видимо, вот эта сама форма бака, за счет этого вы получаете немного некорректные данные бака. Но это, я думаю, все, может, у меня только на экземпляре такая штука. Ох, вот. Что касается запчастей, да, ну, в принципе, все взаимозаменяемо. Вообще автомат, кстати говоря, да, стоит даже на Nissan Terrano, то есть старый джип, то есть от него даже вот коробка сюда подходит. То есть это очень интересно. Вообще, ниссановские инженеры, они обезбашенные ребята, на самом деле. Вот я считаю, нормальный человек не мог бы сделать Nissan Stagio, то есть это, по сути, тот же Skyline, только это универсал огромный, с двигателем от Геттера, с ходовкой от Геттера, то есть вы возите какой-то груз с бешеной просто скоростью, с бешеным подрывом, да, то есть, ну, это нормальные люди такого не сделают, да, вот у Nissan есть много таких моделей, X-Trail тот же самый, у которого есть турбомотор, и какой-то Pulsar, там маленький хэтчбэк, у которого тоже есть турбомотор, то есть они везде сували свои турбодвигатели, то есть, ну, видимо, раньше это было очень модно, турбодвигатели, там, туда-сюда, и вам давался большой, огромный выбор моторов, то есть вы спортивный человек, вы хотите вдавливать педаль, пожалуйста, берите турбо, не хотите, берите более простой автомобиль. Вот и все. То есть у Nissan очень богатый выбор по моторам вот именно вот этих годов, да, вот 90-е, начало 2000-х годов они были очень-очень-очень хорошо, вот я считаю. А так, ну, по отзывам, если читать отзывы, все будут хвалить, конечно, свою лошадь, да, ну, всегда так будет. Ну, лично мной замечательно, я вот отъездил всю зиму на вот этом автомобиле, в принципе, ходовка у меня там немного, да, небольшие вложения были по ходовке, они как бы как были, так и остались, то есть я проездил всю зиму и ничего не делал. Ну, в принципе, это говорит о том, что, в принципе, все надежно, даже для такого автомобиля, хотя мы ездим, вот, посмотрите, по каким ужасным дорогам, и в минус 40 градусов я ездил на этой штуке. Да, единственное, в минус 40, конечно, печка уже говорит до свидания. Парень говорит, ты чё, обалдел, что ли? 40-45 градусов для нее, конечно, это очень холодно. Еще также стоит у меня полиуретан спереди, он немножко подмерзает, начинает поскрипывать, короче, такие звуки не очень. Чуть-чуть потеплело, все, сразу машина как будто вы сели в другой абсолютно автомобиль. Вот и все. По проблемам, как я уже говорил, да, это хваленные катушки зажигания, то есть индивидуальные, на каждом цилиндре своя катушка, они стоят не сильно дешево, я вам скажу. Одна катушка около 2-2,5 тысяч рублей, то есть если в наличии, если на заказ, конечно же, дешевле. Вот. Ну, лучше взять какие-нибудь тюнины, там, типа Splitfire или еще какие-нибудь, поставить и забыть там 70-80 тысяч про эти катушки. В принципе, и родные тоже ходят неплохо. Ну, если родные поставите нормальные, да, оригиналы, воткнете сюда тоже, в принципе, поставите, будете гонять. Но оригиналы стоят очень-очень-очень дорого. В общем, ребят, автомобиль довольно-таки интересный, спортивный, интересная внешность. В принципе, все хорошо, все отлично. Но вы хотите получить больше, всегда мощности не бывает много, поэтому все хотят получить турбо. Турбо, да, спору нет, это быстро, это круто, но это много обслуживания. Ну, я выберу обычно 2,5-литровый атмосферник и буду, в принципе, наслаждаться жизнью. Я думаю, на этом стоит закончить, так что не переключайтесь. Достаточно, я думаю. Итак, ребят, что скажем в итоге? Автомобиль, безусловно, интересный, безусловно, редкий автомобиль, да? Пускай он будет жестким, пускай он будет низким, да, каким-то еще, но притягивает взгляды, это он 100%. И он легендарный благодаря этому, благодаря своему внешнему виду. По задним фарам вы сразу отгадаете его из 1000, да, и сбоку, и спереди, все вы его знаете, благодаря всем играм, фильмам и так далее. Так что он будет легендарным и останется. Так что, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, нажимайте. Если вам понравился автомобиль, тоже ставьте лайки. И все, ребят, всем пока. С вами был Александр Быков и канал Destruction Test. Пока.